остались без собственного жилья, мы потеряли 2 квартиры и дом, и остались и вынуждены скитаться практически до конца жизни без собственного жилья с детьми. Это была семья неприкасаемых. Мой старший брат в результате вот этого стресса стал инвалидом 1 степени после инсульта. Я прошу Касым-Жомарта Кемеловича срочно вмешаться, чтобы восстановить мои попранные права, чтобы законным путем вернуть 268 миллионов тенге, похищенные на сегодняшний день наконец-то осужденным мошенником Сыдыковым Олжасом Сериковичем, единственным сыном Сыдыкова Серика Сламжановича, экс-члена ЦИК, экс-руководителя аппарата Сената парламента. По моему мнению, эти деньги были преступным образом присвоены отцом мошенника путем легализации. Вопиющим беззаконием является то, что правоохранительные органы отказались проводить какие бы то ни было меры по поиску похищенного имущества, а также по какие бы то ни было меры по возврату этих денег мне как законному собственнику. Правоохранительные органы категорически отказываются расследовать причины резкого улучшения благосостояния семьи Сыдыковых, когда активы семьи вдруг увеличились с 2 квартир до 5 и имели место дорогостоящие приобретения, как земельные участки, элитные автомобили, BMW X7 2019 года, новые, купленные в салоне, Mercedes E-класса, Toyota RAV4. Все эти автомобили были куплены именно в этот период. И правоохранительные органы категорически отказываются расследовать происхождение денег, на которые были приобретены данные активы. Я считаю, что совершенным беззаконием является то, что правоохранительные органы категорически отказались защищать мои права. Фактически, в результате того, что мои права остались незащищенными, я осталась незащищенной законом, на сегодняшний день я и моя семья остались без собственного жилья, мы потеряли 2 квартиры и дом, и остались и вынуждены скитаться практически до конца жизни без собственного жилья с детьми, в то время как семья высокопоставленного чиновника так и не расследованным образом, по моему мнению, преступным образом обогатилась более чем на 250 миллиона тенге. В данном именно преступлении вообще полиция не искала, я не знаю, полномочия были только у полиции, а она не искала других потерпевших, поэтому по данному преступлению я являюсь единственной потерпевшей. Но сумма огромная, 268 миллионов, она превышает максимальную сумму по 4-й, это часть, 190 часть 4, она превышает в 23 раза, то есть это просто невероятно большая сумма. Дело в том, что вопиющим беззаконием было то, что на протяжении почти года дело практически полностью саботировалось полицией города Алматы. То есть они не хотели включать доказательства в дело, то есть дело волокитилось. И только благодаря вмешательству СМИ в прошлом году, в 2021 году, мне удалось предотвратить развал дела, и мне удалось заставить законным путем включить все доказательства в дело, и оно было передано в суд, и на основании имеющихся доказательств, то есть вина Сыдыкова была полностью доказана, полностью, абсолютно всесторонне доказана, и он был осужден. Но никаких денег возвращено мне не было, ни Сыдыковым, ни его семьей. В связи с чем я обратилась, я написала жалобу и президенту, и в агентство по финансовому мониторингу, Антикор, в Генеральную прокуратуру, в Министерство внутренних дел, в Комитет по защите прав человека, жалобу о том, что правоохранительные органы не выполнили, по моему мнению, своих должностных обязанностей, они не до конца расследовали, то есть подошли формально. По моему мнению,
в общем, только благодаря СМИ мне удалось не развалить, и мошенник был осужден, но они даже на это не рассчитывали. То есть они все были уверены, что я не смогу доказать, то есть, ну, как бы дело развалится, и дело не дойдет до суда. И вот я обратилась в эти органы для того, чтобы восстановить справедливость, потому что без восстановления нарушенного баланса немыслима справедливость законная, а баланс восстановлен не был. Все знают, где это имущество, все знают, суд признал эту сумму, которую признал суд, 268 миллионов. Мне пришлось, более того, мне пришлось доказывать, откуда у меня такие средства. Я работала 25 лет в международных компаниях, сама я училась в Америке, проучилась 6 лет в Америке и 25 лет проработала в международных компаниях. Я ни дня не работала, не была госчиновником. Это все было высокие заработные платы в международных компаниях. И это был труд 25 лет. Все знают, куда ушли деньги. Кстати, было расследование его трат, то есть всех вот этих платежных карточек. Со следователем мы выяснили, он никуда деньги не тратил. Более того, сам Сыдыков во время ареста, ужас, говорил мне: Алтынай, дай мне время, я слетаю в Астану, все деньги у отца. Все деньги у отца. Дай мне время, я слетаю и привезу, и отдам тебе деньги. То есть это было со слов самого Сыдыкова, что все деньги были у отца. Тем не менее, это слышал сам следователь, не включили они это в протокол. Тем не менее, на суде следователь подтвердил, что да, Сыдыков такое говорил. На суде такое было. Что, когда я сказала, что именно сам Сыдыков утверждал, что деньги у отца, это было при следователе, следователь на суде это подтвердил. Тем не менее, и суд отказался полностью, ну, хотя бы привлечь их в качестве свидетелей, чтобы допросить, на какие средства, причина резкого улучшения благосостояния семьи именно в этот период, именно в момент, когда их сын преступным образом добывал миллионы. Он представлял себя как бизнесмен, что он вводил меня в заблуждение, что он занимается оптовой торговлей овощей. В общем, он подделал контракты, в том числе на $1 миллион. То есть он показал мне контракты, что вот он очень успешный бизнесмен. Сыдыков Олжас создал 6 или 8, ну, впоследствии 8, в начале 6, впоследствии 8 фиктивных компаний. И подписывал договора фактически между собой, подделывал, то есть это были фальшивые договоры, он предоставлял мне фальшивые договоры, фальшивые счета фактур, фальшивые акты сферок, фальшивые накладные. То есть он ввел меня в заблуждение, что является успешным бизнесменом. Более того, я почему поверила ему, потому что он являлся сыном высокопоставленного чиновника. И я встречалась с отцом и, в самом начале, и он, насколько я, то есть мое мнение было, что он поручился, то есть авторитетный человек, и я поверила ему. Потому что до этого были прецеденты, был случай, когда Сыдыков взял деньги, и когда он не возвращал, отец вернул вместо него эти деньги. То есть фактически я поверила семье, что он является сыном уважаемого человека. Но вот для меня вопиющим является то, что вот после всего этого, после того, что прошло это дело, сына осудили, для меня вопиющим фактом также было, как семья сама Сыдыкова, родители Сыдыкова, не то что не поговорили со мной по-человечески, в конце концов не попросили прощения, просто по-человечески никто со мной не разговаривал. Более того, вопиющим являлся факт, что вначале, когда только его арестовали, он купил автомобиль в компании Майкар, и автодилер предложил обнулить сделку, чтобы вернуть мне 20 миллионов. Когда они узнали, что их автомобиль был куплен на мои деньги. И Сыдыков и его родители, они обратились именно к родителям. И родители категорически отказались обнулить сделку. Они заверили, что сын скоро выйдет, и машина останется у них.
То есть вот для меня это вопиющий факт, что несмотря на то, что они узнали, что имущество было преступным образом добыто, они все еще хотели оставить этот автомобиль себе. То есть, ну, если по-человечески говорить, ну, давно нету ни совести, ни человечности, ничего. И на сегодняшний день я просто как человек хочу спросить, как они могут жить, имея 5-6 квартир, зная, что из-за их сына целая семья, я и мой брат, и дети его, остались без крыши над головой. Фактически на улице, без средств, без всех сбережений. Вот как они могут дальше жить? Суд полностью признал все 268 миллионов и обязал его выплатить, но прошло уже почти год с момента решения суда, никто никаких денег не выплатил и выплачивать не собирается. В том-то и проблема, что он успел все переписать. На нем были квартиры, земельные участки, машины. Он все успел переписать. Я разговаривала совершенно, это был еще 17-й год, в 17-м году. После этого я с ним, ну, по телефону он категорически отказался разговаривать. Ну, то есть я вообще думала, надеялась, что по-человечески, ну, в таких ситуациях разное бывает, что по-человечески они позвонят, как-то, ну, попробуют, ну, просто объясниться хотя бы. Они не считают это, ну, не царское это дело, спускаться до людей. Вообще, мое мнение, вот все, что я говорю, это мое мнение. Люди настолько считают себя над законом, привилегированными, что вот 20 лет он на высокой должности, они считали, что они вообще неприкасаемые. Вот. И на протяжении, вот вплоть до его увольнения вот, в 22 году, так и было. Он был категорически, это была семья неприкасаемых. То есть и полиция, и прокуратура категорически отказывались, ну, каким бы то ни было образом, просто даже связываться с ними. Они были абсолютно неприкасаемые. На сегодняшний день вопиющим является то, что моя жалоба, которую я адресовала в Генеральную прокуратуру, в Антикор, в агентство финмониторинга, они все перенаправили их в МВД. МВД спустили их в ДП, ДП города Алматы, а ДП города Алматы спустили это в Алмалинский РОВД. Но это абсурд. Они поручили, то есть получается вот все эти высокопоставленные инстанции поручили разобраться с беззаконием, которое творилось в РОВД Алмалинский и ДП города Алматы. Они поручили разбираться с самим этим же инстанциям. Ну, это просто вопиющее, ну, я не знаю, как это назвать, абсурд. Какую оценку может дать сам себе РОВД, какую оценку может дать сам себе ДП? По закону, если поверхностно смотреть, то шито-крыто. Вроде как осудили, дело закрыто. Но никакой законности, никакой законной справедливости не было. В результате чего сейчас вот я пострадала физически, то есть я потеряла зрение в одном глазу. Мой старший брат в результате вот этого стресса стал инвалидом первой степени, после инсульта парализованный. То есть нанесен колоссальный ущерб физический, моральный. И мы, целая семья, остались без собственного жилья на улице. А высокопоставленные привилегированные чиновники прекрасно увеличили свои активы. Я считаю, преступным образом обогатились более чем на 250 миллиона. И имея 5-6 квартир, земельные участки, прекрасно себя чувствуют. Но где справедливость? Где справедливость?